Меня зовут Аяжан. А меня зовут Влад. И сегодня с целью социального проекта под названием «Возьми ребенка на работу» мы отправились на работу к нашим родителям. К моему папе, его зовут Андрей. А мою маму зовут Мария. Моя мама работает бухгалтером. А мой папа менеджером. И они работают вместе в одной фирме. Под названием ТО «Спецпромсервис». Саму эту компанию можно разделить на три основные части – база, цех и офис. В цеху мы узнали также много нового. Во-первых, нам показали, как они принимают заказы. Мы своими руками делали окна, и это было очень интересно. Мы помогали мастеру. Мастер тоже нам помогал делать окна. Сначала мы обрезали арку нужной длины. Режут это специальным препаратом под 45% градусов, чтобы потом можно было все соединить. Самое главное правило – это соблюдать технику безопасности, потому что все препараты, они очень острые и можно легко порезать себе что-нибудь. После того, как мы измерили арку, мы взяли железные стволы и тоже разрезали их по нужной длине, чтобы вставить в окно. В этом нам помог специальный препарат «Болгарка». Этот препарат называется утюг, и он работает на тепловой энергии. Там было очень много станков, и сначала мы пошли в утюг. Он нагревает углы, а потом располовиненные его соединяются. Чтобы не было видно, что мы их соединили, мы ставили специальный станок, который это место разглаживает, и делать его не видно. После того, как мы убираем неровности, мы отправляем его на станок, который делает в нем дырку для того, чтобы влага и вода стекала через это окно. Это делается для того, чтобы стекло не лопнуло и не треснуло. После пластического цеха мы пошли в деревянный цех. Там делают очень много вещей, связанных с деревьями. Там руководителя зовут Бахтияр Кусенович. И он очень опытный человек, он объяснил нам все про станки, там, где их нужно шифровать, резать, очищать и придавать форму и рисовать там разные узоры. Также нам объяснили, что такое мягкое дерево, что такое твердое и где они используются. Например, мягкое дерево никогда не используется в лестницах и тому подобное. Мягкое дерево используется иногда в дверях или в столах. А твердое дерево – это дерево, с которым очень сложно работать, и его обрабатывают по несколько раз. После этого они нас провели в отдел, где они красят ступеньки. Они берут сразу несколько ступенек и вбивают их в дощечки для того, чтобы было удобнее красить. Так красить быстрее, удобнее, и это очень сильно экономит время. После этого мы сверху их красим лаком, чтобы цвет держался долго и не стирался. Сразу после цеха мы отправились на базу, и я понял так, что база – это множество складов. Автошины эти привозятся через железнодорожным путем с разных стран, например, с Украины, с России, с Китая. И они собираются в одном месте, после чего их продают. Но перед тем, как продать, они их сортируют и выбирают нужные. Благодаря сегодняшнему дню мы узнали очень многое, связанное с деятельностью работы наших родителей. И я думаю, что эти знания пригодятся нам в будущем.